На улице Джона укладывается второй слой асфальта, и этим завершаются масштабные работы по замене коммуникационных сетей водопровода на 3 улицах столицы – Гулия, Базинская и Джонуа, начатые в сентябре 2020 года в рамках инвестиционной программы. В конце 2021 года начались работы по укладке нового ливневого коллектора на этих улицах, а потом приступили к ремонту дорожного покрытия и укладке нового асфальта. Субподрядчик, компания «Абхазрегионстрой», укладывает асфальт, который привозится из Очамчирского асфальтного завода. В рамках инвестиционной программы были отремонтированы 3 улицы. Это Базинская, Гулия и Джонуа. Базинская и Гулия уже все работы завершены. Сейчас идет завершающий этап укладка второго слоя по улице Джонуа. Субподрядчиком является компания «Абхазрегионстрой». Это очамчирская компания, асфальтный завод. Ребята очень, скажем так, доброкачественно его укладывают, и по большому счету нареканий нет. Ну, как в всякой работе, есть какие-то небольшие издержки, но все это оперативно решается. Ребята с пониманием относятся ко многим вещам, то есть учитывают все замечания, которые проходят в ходе производства работ, и оперативно реагируют. То есть у нас полное взаимопонимание в этом отношении. В общем, работы ведутся на должном уровне, и мы, как в принципе вот сами же и горожане, честно говоря, очень довольны качеством работы, качеством асфальта. Заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сухум Руслан Авицба обратился к горожанам с просьбой выбирать пути объезда улицы Джонуа, пока асфальт не высохнет. Порой даже ограничительная лента не останавливает водителей транспортных средств. Насколько это возможно, чтобы просто не испортить то качество работ, которые на сегодняшний день производятся. Просто это будет очень жалко и обидно, если из-за отсутствия терпения у наших граждан появятся какие-то рытвины или, скажем, там где-то будет подпорчен асфальт. То есть надо просто всего лишь немножечко потерпеть, там буквально чуть меньше суток для того, чтобы он затвердел. Поэтому прошу с пониманием ко всем отнестись. Конечно, да, это понятно, что не совсем удобно, кто-то здесь и живет, но те, по крайней мере, кто здесь не проживает на этой улице, хотелось бы, чтобы постарались выбрать свой маршрут таким образом, чтобы объезжать пока эту улицу. Замдиректора столичного ЖКХ сообщил, что в новой инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2021 года заложены работы по благоустройству тротуаров на 3 отремонтированных улицах. Примерная стоимость работ по данной улице, по улице Джонуа, что касаемо водопровода и канализации, составила порядка 17 миллионов рублей. Ливневой коллектор и асфальтное покрытие – это 69 миллионов 194 тысячи. Благоустройство тротуаров в тот период было не заложено, но вот сейчас новая программа, которая начнется в 2023-2025, в нее заложили работы по благоустройству тротуаров. Это будет, проведена такая масштабная работа по укладке брусчатки, тротуарной плитки на тротуарах на всех 3 улицах. Ориентировочная сметная стоимость, вот сейчас, в частности, по улице Джона, порядка 25 миллионов. Но сейчас ведется работа по составлению сметной документации, по проектам, чтобы в дальнейшем эти работы можно было провести. Ориентировочные сроки, как только все сметы пройдут экспертизу в Российской Федерации, мы уже готовы будем приступить. Из столичного бюджета проводятся ежедневные плановые текущие работы по очистке ливневок по всему городу, а также ямочный ремонт дороги. МУП ДРСУ по заданию главы администрации Сухума проводит ямочный ремонт на улице Гумистинская. Как рассказал замдиректора ЖКХ Руслан Авицба, в администрацию города неоднократно обращались жители нового района с просьбой привести в порядок улицу Гумистинская, где много рытвин и ухабов на дороге. Но так как водопроводная система на этой улице требует капитальной замены, на данном этапе было принято решение произвести только ямочный ремонт. По улице Гумистинская, в частности, первый круг, все мы прекрасно знаем, дорога разбитая, ужасная. Люди просто уже устали ездить по ухабам. Понятно, естественно, были очень частые обращения и в администрацию города, и к президенту страны. Были рассмотрены все обращения, и уже после согласования всех обсчетов, замеров было принято решение главой города по его поручению, нашим структурным подразделением МУП ДРСУ начался ремонт
по ямочным заделкам, значит, данной улицы. Значит, в планах пройтись по всему первому кругу, залатать все ямы, соответственно, предварительно устранив там, где необходимо водопроводные утечки. Ну, знаем, что положение с водопроводной системой на этой улице тоже не очень хорошее, но требует очень больших финансовых затрат для полной замены. Но на данном этапе очень было принято решение произвести ямочный ремонт. Все работы производятся за счет средств городского бюджета. На прошлой неделе провели подготовительные работы, и сейчас идет укладка асфальта, который доставили из Гудаутского завода. Замдиректора ЖКХ отметил, что в планах у администрации также залатать ямы на дорогах по всему первому кругу нового района. После подобный ремонт произведут и по второму кругу нового района, так как и там ситуация, требующая вмешательства. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.